Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Председатель ГТК от Орхеция и его заместитель Аляс Лабаху доложили премьер-министру Александру Анкваб об основных параметрах выполнения плановых заданий за 2021 год. Подведены итоги первого съезда Конгресса народа Абхазии, который прошел в столице 28 января. Жители поселка Цандрипш остаются без электричества по 8 часов в день. О проблеме наш специальный репортаж. В некоторых селах Ачимчирского района не вещает абхазское телевидение. В чем причина, выясняли наши корреспонденты. Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с руководством ГТК обсудил итоги работы комитета за 2021 год. Председатель комитета от Орхеция и его заместитель Аляс Лабаху доложили основные параметры выполнения плановых заданий. По их информации, общий объем товарооборота составил 35 миллиардов 921 миллион рублей. Однако в прошлом году экспорт товаров сократился на 781 миллион рублей. Сокращение объемов экспорта отразилось на неисполнении плана по взысканию таможенного сбора на экспорт товаров на сумму 2,5 миллиона рублей при плане 49,8 миллионов. При этом, по информации Государственного таможенного комитета, вырос импорт товаров в 2021 году, общая сумма которого составила 29 миллиардов 864 миллиона рублей. Это больше, чем в 2020 году на 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Вместе с тем, существенно перевыполнены показатели по таможенным платежам в целом. При запланированных на 2021 год 2 миллиардов 154,8 миллионов рублей фактическая сумма платежей составила 2 миллиарда 732,7 миллионов рублей. Александр Анкваб поручил руководству ГТК усилить работу по противодействию контрабанде товаров через таможенную территорию страны. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел рабочее совещание в УВД по Гагарскому району. На совещании обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в Гагарском районе, а также криминогенная ситуация в целом. Приказом министра на должность первого заместителя начальника УВД по Гагарскому району начальником криминальной милиции назначен Ажиба Дмитрий Витальевич. Исполняющим обязанности заместителя начальника УВД по Гагарскому району начальника милиции общественной безопасности назначен подполковник милиции Бган Батымыр Владимирович. Исполняющим обязанности заместителя начальника отдела уголовного розыска Гагарского УВД назначен Айба Беслан Зурабович. В научном центре имени Зураба Ачба подвели итоги первого съезда Конгресса народа Абхазии, который прошел в столице 28 января. Учредители съезда также ответили на вопросы журналистов. Подробности о Гугуце Вардания. Экономист Центра социально-экономических исследований Илона Мирсхулава поблагодарила всех делегатов первого съезда Конгресса народа Абхазии за активное участие в его работе, а также добавила, что данная площадка создана для обсуждения важных вопросов, которые в первую очередь касаются благосостояния граждан. Мы также благодарны всем тем, которые интересуются вопросами Конгресса. Мы благодарны нашим, не хочу сказать оппонентам, тем людям, которые высказали свое мнение в социальных сетях, это различные общественные организации. Благодарны потому, что, значит, вопросы, поставленные на Конгрессе, они действительно важные, актуальные, значимые. И для того и создавалась эта площадка, чтобы не на митингах, а в помещении, за столом, за работой обсуждать эти вопросы. На съезде Конгресса народа Абхазии присутствовало более 80% делегатов. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой некоторые села еще не представили своих делегатов. Квоты остаются и для трудовых коллективов и организаций. Председатель исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии Давид Пилия подчеркнул, что в целом съезд состоялся, но есть моменты, которые нужно доработать. Что нам делать в будущем? Как нам всем вместе жить? Сможем ли мы нашу страну обустроить? Сможем ли мы в нашем доме обеспечить согласие друг к другу? Сможем ли мы добиться того, чтобы наш народ, как во время войны, как в предвоенные годы, стал вот таким мощным движением для решения своих проблем? Я хочу надеяться на это.
Но для этого, конечно, не только должно быть согласие в обществе, должно быть согласие высшей политической элиты. У нас должно быть согласие между парламентом и администрацией президента. У нас должно быть согласие между парламентом и правительством. У нас должно быть во всех властных структурах понимание и подход, как решать ту или иную проблему. Член исполнительного комитета Конгресса Абисалом Кварчи отметил, что на Конгрессе поднималось немало важных вопросов, которые волнуют людей. Однако некоторая часть нашего общества акцентирует свое внимание на выступлении, связанном с вопросом, касающегося паспортов жителей Галского района. Мы не можем все время жить вот в такой противоречии, когда мы в серьезные политические вопросы пытаемся решать митинговщиной или какими-то другими методами. Мы говорим о существующей проблеме. Вы понимаете меня? Я вот налогоплательщик, вы все налогоплательщики. Вот. Я не могу понять, почему я должен инвестировать в будущее Грузии в Абхазии. Если ребенок родился в Абхазии, мы не даем ему свидетельство о рождении, посылаем в Зугдиди. Гражданина Грузии, потенциально мы здесь за счет бюджета в садик вводим, в школе обучаем, делаем, когда он школу закончил, мы говорим, до свидания, иди. Для чего мы это делаем? Вопрос не стоит, понимаете, как дать гражданство кому-то не давать. Это есть структуры соответствующие государственные. Но я не понимаю, как гражданин, еще раз, когда ребенок родился в нашей стране, понимаете, это акт. Совершился на территории Абхазии, что у нас нет государственных институтов, которые может выдать ему свидетельство. Свидетельство это не есть, подтверждает, что он гражданин. Гражданство потом отдельными документами подтверждается соответствующей печатью на свидетельстве о рождении. Но саму бумагу почему мы не можем выдать? Мы посылаем его, как мы говорим, во враждебное государство. Когда человек умирает, скажем, самурзаканец в Абхазии, что свидетельство о смерти в Зугдиде надо выдавать, труп надо повезти туда, а свидетельство эти перевезти в Абхазию хоронить. У нас есть непонятные вещи, понимаете, которые вот логике не поддаются. На пресс-конференции говорили о комментариях с главы республики Рауля Хаджинба о выступлении на съезде Олега Домения, касающегося жителей Галского района. По мнению Рауля Хаджинба, идея о жителях Галского района примитивна. Директор ЦСИ Олег Домения отметил, что его выступление на съезде неправильно трактуется. Речь шла не о массовой паспортизации жителей Галского района, а по этапном процессе интеграции населения. Многие жители Галского района пытаются вернуть свои исконные абхазские фамилии и национальность. Абсолютно меня это не волнует. И не собираюсь Раулю Хаджинба отвечать. Не собираюсь. И не виню его ни в чем, и так далее, и так далее. Это человек совершенно... Нету. Для меня его нет. То, что он поместил в соцсайте, там ложь. Мое выступление... Текст моего выступления в письменном виде есть. Текст моего выступления записывалось. Значит, вы, журналисты, можете проверить, что же я там говорил и чего я там не говорил. То, что Рауль Джумкович пишет, это чистая ложь. Участники съезда в своих выступлениях затрагивали животрепещущие темы, волнующие общество, рассказывали о стремлении развивать село и сохранить родной язык. Первый съезд Конгресса народа Абхазии прошел 28 января. Его главная цель – объединение всех народов республики, укрепление взаимодействия гражданского общества и органов власти. Кугуца Вардания, Рамо Камки, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. Ушла из жизни Цира Смаиловна Габния. Известный абхазский фольклорист, старший научный сотрудник, заведующий отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии имени Гулия, доцент кафедры абхазской литературы АГУ. Цира Габния – автор целого ряда научных работ в области абхазской мифологии. Ей принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работала корреспондентом в штабе Конфедерации народов Кавказа в городе Гудаута. Награждена медалью имени Героя Абхазии Султана Сасналиева «Честь выше жизни». Цире Габния было 62 года.
Общественная организация «Союз абхазских добровольцев» Кабардино-Балкарии от лица всех добровольцев выражает самые искренние соболезнования родным и близким Циры Исмаиловны Габния, а также всему абхазскому народу. Цира Габния была настоящим патриотом своей родины, а в самый тяжелый период встала на ее защиту. В эти тяжелые дни добровольцы Кабардино-Балкарии вместе с вами, говорится в соболезновании. Ветераны, добровольцы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Алания приносят искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Циры Габния. Республика Абхазия, так же, как и мы, потеряла достойного ученого, прекрасного человека. Циру Исмаиловну мы знаем еще с войны. Мы познакомились с ней в штабе Конфедерации горских народов Кавказа. Скорбим вместе с братским абхазским народом по поводу тяжелой утраты, говорится в письме соболезнования. Продолжаем выпуск. Проблема с электроснабжением существует во всех районах Абхазии, в связи с чем население испытывает большие трудности. В нашу редакцию поступило обращение от жителей поселка Цандрипш, которые каждый день по 8 часов остаются без электричества. Наш корреспондент Алика Трапш попыталась разобраться в причине таких частых отключений света в поселке и выяснить, есть ли пути выхода из сложившейся ситуации. В поселке Цандрипш Гагарского района вот уже почти год, как остро стоит вопрос отсутствия бесперебойного энергоснабжения. Жители возмущены тем, что практически каждый час у них отключают электричество. Нередки случаи, когда без света остаются с интервалом по полчаса. Сария Ахба рассказала нам по телефону, с какими трудностями они сталкиваются. Портятся электроприборы, они просто перегорают. Те, кто живут в квартирах, они физически просто не могут их отапливать, эти квартиры, потому что за час квартира в принципе остывает. Не приготовить вовремя, не постирать. То есть это очень большие трудности, с которыми сталкивается все население этого поселка. Вот эта ситуация произошла на протяжении последнего года. И сотрудники вот этих подстанций ссылаются на то, что сейчас идет очень сильная нагрузка, то есть зимой идет сильная нагрузка. Вот. А то, что летом тоже есть нагрузка, но как-то они считают, что зимой нагрузка больше. Я думаю, что наличие вот этих вот аппаратов, которые сегодня в нашей стране стали, вы сами знаете, какой-то сильной проблемой, здесь в этом поселке тоже, безусловно, это существует. Я думаю, что они в каких-то локальных местах сосредоточены в большом количестве, и именно по этой причине у нас нет света. Именно по этой причине они ссылаются на то, что то железная дорога, то еще там какие-то, в общем, нелепые отговорки. Но я считаю, что все-таки это из-за большого количества маленьких аппаратов. В настоящее время часть поселка Цандрипш получает электроэнергию от подстанции Гечрипш. Другая часть и близлежащие села от тяговой подстанции Цандрипш, которая находится на балансе республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». Потребителями электроэнергии от тяговых подстанций всегда были объекты народного хозяйства, то есть предприятия АЖД, а также население близлежащих территорий. На подстанции Цандрипш-Тяга установлен один трансформатор мощностью 10 мегаватт. По словам сотрудников подстанции, ранее здесь было 2 трансформатора, суммарная мощность которых была меньше. В 2007 году их заменили на один трансформатор, но уже с большей мощностью. Этого было достаточно на нужды населения и АЖД. Однако за последние 15 лет нагрузки на подстанцию выросли на 8 мегаватт, что приводит к частым аварийным отключениям электричества. На данный момент ситуация достигла критической отметки. Люди остаются без света по 8 часов в сутки. Полную версию спецрепортажа Алики Трапш о проблемах с электроснабжением в поселке Цандрипш смотрите сразу после выпуска новостей. 2 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты. Тарва Астамур Адикович по избирательному округу номер 29. Барцыц Алхаз-Валикович по избирательному округу номер 13. Чамаго Сурия Даниловна по избирательному округу номер 35. Пилья Давид Чичевич по избирательному округу номер 9. Всего с 21 января по 2 февраля зарегистрировано 110 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по избирательному
избирательному округу номер 7 в Сухуми, 9 инициативных групп. Среди выдвигаемых кандидатур 17 депутатов действующего парламента 6-го созыва. Выдвижение кандидатов в депутаты завершается 10 февраля. Парламентские выборы состоятся 12 марта 2022 года. Жители некоторых сел Очимчирского района обеспокоены тем, что сигнал вещания абхазского телевидения к ним не доходит. Целые семьи остались без любимых передач и новостей на любимом канале. В чем проблема, выясняла наш корреспондент Шазина Ханагуа. Жители поселка Кумарча Очимчирского района огорчены тем, что последнее время у них не показывает любимый канал абхазского телевидения. Мы привыкли собираться каждый вечер всей семьей и смотреть новости и другие передачи, признаются они. Сигнал, поступавший в поселок с Ткварчалской вышки, к сожалению, пропал. У нас таких проблем мы не ощущали, может, когда-то еще в прошлые года, но мы не ощущали такой проблемы. Не было. У нас всегда было абхазское телевидение. У нас была почти... Мы знаем, что мы связаны с кварчевским телевидением, поэтому с вышкой. Мы поэтому думали, что будет что-то сегодня не уладится, завтра. Но нет. Уже конкретно 4-й день мы не смотрим абхазского телевидения. Нет у нас. У нас 2 телевизора, цифровой и антенна. Ни один телевизор не показывает. Я звонила своим, я звонила знакомым, говорила, у вас абхазское телевидение есть? Да, говорят. Поэтому я очень переживала, я звонила. Я потом поняла, что это связано с Кварчелией, и у нас нет телевидения, нет показывает. В последнее время участились случаи жалоб на плохую подачу сигнала нашего канала в районы республики. К примеру, в Гулрыбшском районе в селе Кацыкыт абхазское телевидение не показывает уже 3 месяца. Госканал здесь смотрят через аналоговое вещание. По словам жителя Вовы Чанба, в селе существуют проблемы не только с телевещанием. Радиоволны абхазского радио также плохо доходят. Вообще не показывает. Вообще. А когда чуть-чуть появляются кадры, но это ничего не значит. Мы ничего не видим. А есть выше меня, где, которые живут, вообще не знают, что существует абхазское телевидение. Вообще не видит. Там раньше стоял вышка, телевышка. Ограбили, его нет, ничего. Вышка стоит, но там на оборудовании ничего нет. Ну, это давно. А мы смотрели кое-как еще, особенно дождливые погоды. А сейчас и снег был, но ничего не показывает. Абхазское радио нет, я через радио и иногда телевизор слушал. Чтобы выяснить, в чем же проблема, мы обратились в Сухумский телерадиопередающий центр. Здесь нам сообщили, что во время очередного отключения на Ткварчалской ТПС вышел из строя передатчик 6-го канала. Это старый аналоговый диапазон, в результате чего сигнал абхазского телевидения пропал. Для решения данной проблемы специалисты оперативно приступили к устранению неполадок. Ситуацию так вот мы выровняли, что незамедлительно было сделано объявление, что вот люди, которые привязаны были к этому каналу 6-му, где АГТРК вещается на тот участок, он временно был перекоммутирован на 23-й дециметровый. Просто надо было пультом поискать его, и люди, которые смотрели до этого на 23-м канале, какую-то из программ российских, может быть, там они могли бы увидеть АГТРК. Вот такой сбой произошел. Но то, что программа вообще отсутствует, такого не было. В общем, решили сразу же вот поменять каналы местами, а тот будет, наверное, ждать своего времени, пока отремонтируется. Александр Леднев также отметил, что об отсутствии госканала в селе Кацыкыт Гулрыбшского района им ранее не было известно. Она существовала еще во время СССР, вот, так что вот если даже вот поехать посмотреть, у людей были трубостойки по 15-20 метров высотой, люди что-то пытались вылавливать. Ну вот потихонечку пришли к тому, что антенна хозяйства у людей стареет. Вот если человек купил телевизор современный, он не думает, что у него на крыше практически не функционирует антенна приемная. Начинаются звонки, жалобы. Телезрителю трудно это объяснить. Он думает, он его включил, и не получается так. Оно все взаимосвязано между собой. Как нам сообщили, в Сухумском телерадиопередающем центре работы по устранению неполадок на Ткварчалской вышке будут завершены в течение 10 дней. И жители вновь смогут наслаждаться любимыми программами на государственном канале. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Юристу, общественному деятелю Тамазу Кецба исполнилось 60 лет. В силу своей природной скромности Тамаз Иванович не стал говорить о себе и отказался от съемки. Однако мы проявили упорство, побеседовав с его коллегами и друзьями. Тамаз Кецба – представитель образованного, блестяще воспитанного поколения абхазов 90-х годов 20-го столетия. Тамаз Кецба окончил 14-ю Сухумскую школу, а затем юридический факультет Ленинградского государственного университета. Однако планы и начавшуюся карьеру оборвала Отечественная война народа Абхазии, которая вынудила взять автомат в руки. Конечно же, он, учась в Петербурге, в таком блестящем университете, он должен был продолжить учебу, наверняка бы стал ученым. Но все это сломало их жизнь. Многие из них, в первую очередь, Тамаз Иванович, конечно же, наверняка не достиг того, чего он хотел бы по жизни в другое время, да? Но он не потерял себя. Он и сегодня делает все, что возможно, воспитывает новое поколение, работает в университете, занимается общественной деятельностью. Но это то поколение, которое как-то бы незаметно живет. Его вы не увидите в каких-то, там, я не знаю, демонстрациях, каких-то... Он совершенно другого уровня человек. И таких людей в нашем Отечестве не так много. Юрист – профессия сложная и требует от человека не только знаний, но и наличия нравственного стержня. Порядочность и обостренное чувство справедливости – это те качества, которые характеризуют Тамаза Кецба. В дополнение к его профессиональному опыту, безукоризненному знанию юридических законов и правовых норм. Мы оказались в одном созыве, послевоенный созыв парламента, и работали в одном кабинете. Много лет находясь рядом с ним по работе, я очень общаюсь с семьей, со всей его семьей, да, и я знаю, что, сказать, что он закрытый, нельзя, но чтобы совсем открытый был, тоже невозможно сказать. Он такой Помимо своей основной деятельности, Тамаз Кецба преподает в АГУ конституционное право. Даже ради одного достойного студента я готов приходить в университет, слова Тамаза Ивановича. Сначала он был нашим преподавателем на юридическом факультете. Это один из самых интересных преподавателей, у кого на лекциях мы были полны внимания. Блестящий специалист и очень грамотный преподаватель. По окончанию университета мы работали у него в фонде. Называлась эта организация «Фонд гражданская инициатива и человек будущего». То есть первый опыт вообще правовой работы мы получили у Тамаза Ивановича. Наверное, это был самый удачный опыт, который вообще можно получить студенту, окончившему юридический факультет. Такие люди, как Тамаз Кецба, служат своему отечеству тихо и без пафоса, пользуясь авторитетом среди родных, друзей и коллег. Спор о том, какого человека можно назвать интеллигентным, ведется много столетий и продолжается и сегодня. Интеллигентность – это прежде всего культура человека, его личностные качества, такие как справедливость, благородство и порядочность. Эсма Голандзе, Абхазское телевидение. Рицинский реликтовый национальный парк закрыт для посещения до 3 февраля. В последние дни в районе озера Рица выпало более 1 метра снега. Общая высота снежного покрова превышает 2,5 метра. Ожидаемое потепление до плюс 10 градусов может привести на территории парка к сходу лавин. Также возможны камнепады и местами ледопад. Не исключены падения деревьев с крутых склонов. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 3 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.